Новый созыв. Ну, я думаю, что именно по территориальному представительству он, мне кажется, наиболее, так скажем, соблюдающий баланс, да, в Республике Коми. То есть минус был предыдущих наших созывов, это в том, что там процентов 80-85 это были члены общественной палаты, которые проживают в городе Сыктывкаре. Вот это был большой минус. В регионы, не в регионы, а в районы, значит, нашей республики ездили меньше, общались с людьми меньше, и, соответственно, проблем поднимали, изучали и решали тоже меньше. Вот. Этим было вызвано то, что в августе, до избрания в новый созыв, приходилось ездить в Воркуту. Съездила, значит, потому что в Воркуте фактически у нас так отрезано осталось, то есть необходимо было с людьми поработать. Сейчас у нас в Воркуте 2 члена общественной палаты, причем очень активных, которые пользуются большим уважением. Самое актуальное сейчас, чтобы не происходило здесь злоупотреблений в этой области. Да. То есть объективные факторы, которые могут вызвать повышение цен, а есть определенные сговоры коммерческих структур, которые на этом деле, да, то есть хотят наживиться. То есть там, так скажем, монополисты в определенной области, они между собой договариваются и одномоментно поднимают цены, предположим, там, на 30% необоснованно. Вот здесь есть огромное поле, то есть обращение от гражданина поступило, общественная палата, соответственно, берет это просто на контроль, и с правоохранительными органами начинаем это просто отрабатывать. В Воркуте основная тема – это переселение. Это по данной проблеме человек, наверное, 8 из 10, да, если так 80% приходили именно по этой проблеме. Либо неправильно происходит расчет субсидий, на их взгляд, либо там учитываются квартиры, которые не должны учитываться, либо там по составу семьи проблема, да, то есть и по механизму реализации, и по учету, и по тому, что очередь очень длительно идет и не продвигается, то есть вопросов очень много. Основная проблема, на которую обратили внимание, да, то есть это, конечно, касается недостаточного финансирования. То есть сколько бы ни было, людей очень много стоит в очереди. Там даже статистически, если посмотреть, сколько в год обеспечивается сертификатами и сколько человек находится в очереди. Там приводили пример, там порядка 50-60 лет необходимо для того, чтобы людей переселить. Да? То есть фактически это и для ветеранов, и для инвалидов сроки нереальные. Поэтому основная проблема – это финансирование. Финансирование федеральное, поэтому этот вопрос он не в компетенции Республики Коми. Здесь необходимо работать с федеральным центром. Опять-таки, Общественная палата есть представитель Общественной палаты Российской Федерации. Этот вопрос мы уже прорабатываем. Есть проблема, решается очень долго, есть решение судов. По последнему поступившему ответу из прокуратуры Воркуты, значит, есть определенное злоупотребление в части использования средств финансовых, которые были выделены. Там порядка 9 миллионов, то есть где-то непонятно как осело. Эти все вопросы находятся на контроле, в общем-то, прокуратуры, и материал в настоящее время собирается. Но администрации тоже определенная работа сделана, по крайней мере, так скажем, ключевой момент, да, определена организация, которая взяла на баланс это многострадальное комплекс, это здание, да, то есть эта проблема, она не решалась там несколько лет, там 2-3 года, да, то есть здание никому не принадлежит, волонтеры своими силами пытаются поддержать, там, как-то его реанимировать, жизнь вдохнуть, да, то есть на свои средства, деньги, усилия и так далее, а балансодержателя нет. Вот эта проблема, то есть сейчас создан МУП, который принял на баланс, в общем-то, к которому можно вопросы все эти юридически адресовать. Дело обстоит очень сложно. Люди до сих пор в выходные дни предпочитают переехать к своим знакомым, друзьям, не ночевать дома, потому что дома ночевать невозможно. Да, и эта ситуация, конечно, это, так скажем, если отмечать этот момент, да, то это можно отнести к минусу работы общественной палаты. Здесь непонятно, кто как работает в каком направлении. Роспотребнадзор по управлению по Воркуте значит, сам по себе. Прокуратура города Воркуты сама по себе, значит, полиция тоже сама по себе, Федеральная служба судебных приставов непонятно какие решения исполняет,
какие решения не исполняет судебные, потому что уже там вынесено одно решение суда по ООО там Руна, одно по ООО Софьянов. Сейчас табличку одну спилили, повесили ООО Гринго. Сейчас ООО Гринго работает. Получается, что там горстка, значит, коммерсантов, да, то есть такие, кто-то там говорит там, криминальное, кто-то полукриминальное, у меня такой информации нет, да, но вот она просто занимается издевательством над людьми, да, издевательством над правоохранительными органами, всеми вместе. То есть это, конечно, это прискорбно, печально, ну, не знаю, посмотрим. То есть будем работать в новом году. С гражданами контакт сохранен, пытаемся помочь им. Видите, тут вопрос-то очень такой, ну, должен решаться он по согласованию между жильцами и самими коммерческими организациями, на мой взгляд, да, то есть вот работает там лаунж, например, да, он с жильцами определенную работу, ну, я так понимаю, да, проводит, то есть руководство, и, ну, претензий нет, нет исковых заявлений. То есть, ну вот, симбиоз, да, граждан, то есть каким-то образом он помогает и так далее. Ну, раз претензий нет, у меня только так вот, ну, соблюдает требования, там, изоляции или что, да, вот, а в данном случае, вот по Воркуте, да, нет никакого желания идти навстречу гражданам, как-то помогать, более того, любое обращение граждан в правоохранительные органы, оно только вот увеличивает звук, то есть в полицию пожаловались, полиция приехала, административный протокол составила, звук добавили. То есть вот это, конечно, говорит о том, что тут компромисса никакого достичь невозможно будет. Приговором оказались недовольны и мы, и сторона защиты. Вот. Любовь настаивает на более длительной дисквалификации. Ну, а, значит, осужденный, он оспаривает виновность свою. Ранее вообще существовал стереотип, что медицинских работников к уголовной ответственности привлечь невозможно вообще. Потому что есть корпоративность, и даже мои коллеги, там, юристы, адвокаты, они не брали за такие дела. То есть приходит к ним человек, вот там медицинская ошибка, он говорит, извините, вот там почитали практику, да, доказать ничего невозможно. Вот было такое. Здесь ситуация поменялась, и, в общем-то, у нас в Республике Коми даже, я так понимаю, практика появилась. Отдельную роль отмечу и главы Республики Коми здесь, который сразу же взял этот вопрос на контроль, и министр внутренних дел, который, в принципе, без которого экспертиза, я думаю, бы так проведена бы и не была. Отдельно отмечу суд положительно, да, то есть в данном случае мировой судья, и отдельно отмечу роль председателя Сыктывкарского суда. Сложное дело, огромное количество лиц, свидетелей, дело рассмотрено в кратчайшие сроки. Я бы сказал так, вот образцово-показательное дело вот в плане именно организации, да, после того, как правоохранительные органы взяли его на контроль. Мы начали с прецедента, вот, характерный признак, осветили прецедент, проблему, и на всю отрасль здравоохранения, и вот по данной категории дел количество обращений увеличилось, и количество, соответственно, решений по защите прав потерпевших, оно тоже увеличилось. Я бы здесь отметил вот такой момент, именно роль общественной палаты всей в том, чтобы в дальнейшем, как вот в прошлом году, да, таких событий бы не происходило, и проблема данной области, она начала решаться именно по детскому насилию. Она еще не решена, проблема, но мы этим занимаемся, и ну, это только начало решения проблемы. На мой взгляд, да, то есть вот только карой, только наказанием можно заставить людей работать, выполнять свои должностные обязанности, больше ничем, никакими там материальными вопросами этого не достичь. Такая природа у нас человека. Неотвратимость наказания. Мы тут же про Субботина говорим, да, в отношении которого один раз его за насильственное преступление осудили, прекратили там за имущественное преступление дело, за примирением сторон. Третий раз в отношении Нади Касевой, значит, когда он ее избил, да, значит, прекратили опять дело. Вот 3 подряд вроде как привлечение к уголовной ответственности. До сих пор он сейчас считается юридически несудимым. Несудимая личность. Вот. И, как из допросов его же лично следует, да, несколько раз в неделю это было нормой применять насилие в отношении ребенка. Я думаю, что это безнаказанность. Если бы он был осужден по вот майскому, да, приговору, а дело не было бы прекращено, я думаю, что можно говорить о том, что насилие было бы, может быть, оно бы прекратилось, потому что было бы определенное наказание. А здесь мы видим полную безнаказанность, и
результат, который мы имеем. Есть одно дело, тоже интересное, по кардиоцентру. Обратились граждане недавно о том, что при переливании крови, то есть кесарево сечение было, и при переливании крови заразили мать ВИЧ-инфекцией. Опять-таки это все было очень поздно выявлено, после кормления уже ребенком. Сейчас ребенок заразился тоже ВИЧ-инфекцией. То есть вот плановая операция, кесарево сечение, не срочное доставление, да. Никогда раньше ВИЧ никто ничем не болел. Там опять была гематома. Делали, получается, операция там длилась длительный период времени, надо было опять расшивать, после чего необходимо было влить там 3-4 литра крови. Человек потерял в ходе операции. Вот было переливание крови, сейчас человек с ВИЧ-инфекцией, а ребенок с ВИЧ-инфекцией. У нас будут изменения определенные с нового года 2015, планы по изменениям проекта «Телезащитник». В том числе там вопрос решается сейчас расширить аудиторию путем не только вот телевизионной версии, а включения в проект и печатную версию газеты «Республика». Есть договоренность. Есть договоренность с интернет-порталом БНКоме о том, чтобы отдельный раздел был. Будет развиваться группа ВКонтакте. То есть вот попробуем интегрировать, да, телевизионную версию, печатную версию и версию интернет. Формат будем смотреть, не будем останавливаться на одном только вопрос-ответ. Это будут и видеосюжеты, чтобы это было рассчитано на больший круг и качество. То есть на один вопрос отвечаем, а там огромное количество людей получает на него ответ. Чтобы это было интересно и гражданам и полезно.